Меня зовут Николь Сасниц. Я носитель и преподаватель современного прусского языка. Я пишу на прусском языке стихи и песни, перевожу на прусский язык и стихи и прозу с русского, английского и немецкого языков. Прусским языком я занимаюсь уже 4 года. Веду канал о прусском языке в Телеграме, на Ютубе, Рутюбе, а также отвечаю за прусский язык в международном проекте Duo Stories. Сколько человек на сегодняшний день говорят на прусском языке? Точно на этот вопрос ответить, по всей видимости, никто сейчас не может. По самым осторожным оценкам, прусским языком ежедневно, как первым языком, пользуется как минимум 50 человек. В качестве первого языка, как минимум для 12 человек, русский язык является родным языком. И 500-800 человек в качестве второго языка. Примерно половина носителей прусского языка живет в Литве, остальные в Польше, Латвии и Германии. Судя по просмотрам обучающих материалов по прусскому языку на Ютубе, в настоящее время прусский язык учат от 15 до 30 тысяч человек, так что его популярность только набирает обороты. Как люди относятся к тому, что вы занимаетесь поддержкой прусского языка? Люди относятся по-разному. Кто-то меня поддерживает, кто-то воспринимает скептически. Для кого-то мое влечение прусским языком становится открытием, настоящим откровением, которое навсегда переворачивает их собственную жизнь. Есть ли у современного прусского языка диалекты? Да, разумеется, есть. В Польше местные носители прусского языка используют помезанский диалект, берущий свое происхождение от эльбингского словаря. На нем написана большая часть статей в прусской Википедии. Он представлен на сайте tatoeber.org в онлайн-словаре Глосбе. А в Литве, Латвии, Германии и других странах самбийский диалект, основанный на прусском катехизисе, прусских катехизисах XVI века, а также многочисленных прусских диалектизмах восточно-прусского диалекта немецкого языка и диалекта литовиненков, основного населения Малой Литвы. Самбийский диалект представлен на главном сайте на прусском языке tvangsta.org и на канале прусского телевидения на ютубе Пруссийская телевидасна. Я считаю себя носителем самбийского диалекта современного прусского языка, так как живу в Кёнигсберге, где он и был в свое время зафиксирован. Как бы вы описали текущую ситуацию прусского языка? Текущая ситуация с прусским языком внушает мне определенные надежды на его возрождение в качестве регионального языка, как минимум на территории Литвы и Польши, где он пользуется официальной поддержкой на региональном уровне. На территории Калининградской области все немного сложнее, так как прусский язык здесь все еще считается мертвым языком, несмотря на многочисленные попытки его возрождения, предпринятые десятками местных энтузиастов за последние 36 лет. Как вы впервые заинтересовались прусским? Впервые я заинтересовался прусским языком 4 года назад, после переезда в Калининград со своей семьей. Прусский язык стал для меня ключом к пониманию истории Пруссии, древней и очень самобытной балтийской прусской культуры и прусских рун. Что вдохновило вас на поддержку прусского языка? Прежде всего музыка. Я слушал произведения местных музыкальных коллективов, исполнявших песни на прусском языке, и понимал, как много эмоций может передать этот поистине замечательный и очень благозвучный язык. После 20-30 прослушанных песен я понял, что уже очень хорошо понимаю сам язык, и стал искать любую информацию о нем в интернете. Какие трудности могут возникнуть с изучением прусского языка? Главная трудность – отсутствие полноценного учебника и разрозненность информации о прусском языке. Эту проблему я стараюсь решить прямо сейчас. Я составляю полноценный учебник русского языка на 480 страниц, в котором дается подробное объяснение фонетики, грамматики и лексики прусского языка, а также множество диалогов и упражнений на перевод с русского языка на прусский и наоборот. Что говорение на прусском языке значит лично для вас? Лично для меня говорить на прусском языке значит принадлежать к большой дружной семье энтузиастов, возрождающих этот замечательный язык. И не просто принадлежать, а вносить свой посильный вклад в дальнейшее развитие и популяризацию современного прусского языка. Как вы поддерживаете прусский язык? Я каждый день и везде и всюду повышаю видимость прусского языка, записываю видео о нем и на нем, перевожу стихи, песни, статьи, диалоги, перехожу на эфиры, организую проекты международного уровня в Телеграме и Duo Stories, комментирую новые видео на прусском телевидении, перечислять можно бесконечно, а я просто стараюсь успеть сделать максимум дел за то время, которым располагаю. Какими своими проектами вы гордитесь больше всего? Мой самый большой повод для гордости – это перевод на прусский язык поэмы «Ворон» Эдгара По. Эта задача сама по себе совсем непроста, если учитывать объем поэмы, необходимо сохранить структуру и ритм оригинала, и при этом стараться не выкинуть из нее ни одного слова. Как оказалось, прозу с английского языка на русский переводить намного проще.
Используется ли прусский язык онлайн? Конечно, используется. Онлайн прусский язык используется не в меньшей степени, чем вживую, в повседневной жизни. Есть группы для общения на прусском языке в Фейсбуке, каналы в Инстаграме, десяток блогов на Ютубе. Есть форумы, на которых обсуждается история Пруссии и пруссов. Есть сайты на прусском языке и в Википедии с сотнями статей. Одних только онлайн-словарей прусского языка 4 штуки. Это если не считать списки фраз, словарь Топорова и словари древнепрусского языка. Сейчас активно разрабатываются приложения для изучения прусского языка. На прусский язык переводится интерфейс Телеграма. Так что я уверен в том, что у прусского языка прекрасные перспективы для развития в интернете.